Вот еще один вариант коррекции. Собака лежит, расслабляется. И тут я аккуратно начинаю гладить ее мордочки. В этот момент собака на меня швыряется. Первая реакция инстинктивная — дернуть руки. Но я хватаю собаку и просто держу, заставляю ее успокоиться. То есть я хочу объяснить собаке: когда ты рычишь на меня, швыряешься. Говорят сейчас из-за страха, а не из-за того, что ты доминант, ты злобный зверь. Я тебя задержу, ты должен успокоишься. Ты должен понять: если я буду агрессивен, меня будут фиксировать, мне будет неприятно. Когда буду спокоен, все будет хорошо. Смотри, собака на меня шваркнулась, я зафиксировала собаку. То есть, значит, орать, истерить, типа, о боже, боже, убивает. Ему не больно. Я просто держу его за загривок, так, чтобы он не мог меня укусить, пока он не успокоится. Только он успокоился. Я опять укладываю собаку, оглаживаю его, заставляя его спокойно и смирно терпеть мои приставания. Я хочу объяснить собаке: хочешь ты этого, не хочешь, а должен слышать то, что я тебе говорю. То мы ему объясняли, что в его пасти можно прикасаться, так как это жизненно важный момент, чтобы человек может подойти к пасти, запихнуть туда руку, поставить туда еду. То есть я хочу вначале объяснить собаке, что делать это нельзя, плюс потом на позитиве я даю собаке кусочки еды. В момент, когда собака ест, огаживаю пасть и аккуратненько трогаю пасть. Сейчас выбираю жестко коррекцией агрессию, а потом на еде аккуратно объясняю, что пасть трогать хорошо. Потому что когда мы пробовали на еде, он нас пытался съесть. Вот такой вариант маленький с нашей дрессировки. Повторять дома не советую и не нужно, так как эта коррекция мы применяем конкретно с собакам очень редко.